صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Если человек встал и совершил ряд движений, точь-в-точь, как люди совершают в намазе, но без всякого намерения, это поклонение действительно? Намаз действительно нет. Необходимо намерение. Если человек не ел с утра до вечера, от зари до заката солнца, и не ел, и не пил, и не совершал ничего, что нарушает пост, просто так, без намерения, будет ли это считаться постом? Нет. Поэтому условием является ния, намерение. Место намерения где? В сердце. Произнесение намерения языком, я вознамерился на выйти, нусалли, там, ниетить, там, и так далее. Это все что? Это все новшество. Это нововведение. Это бида. Вспомните хадис известный про мусию сала. Человек, который плохо совершал намаз. Известный хадис про человека, который плохо совершил намаз. Что сказал ему пророк, алейхиссалату вассалам, «Иза кумта лиссала, фаасбигил вуду». Факаббиш. Когда собираешься совершить намаз, то соверши как следует омовение. Факаббиш. А затем произнеси такбир, то есть скажи Аллаху Акбар. Не сказал ему пророк, алейхиссалату вассалам, соверши вуду, а потом произнеси: «О Аллах, я вознамерился совершить намаз зухар в 4 раката в городе таком-то, такого-то числа, за таким-то имамом» и так далее. Нет. Как делают многие люди сегодня. Перед намазом целый монолог длинный. Я вознамерился совершить намаз зухара в 4 раката, согласен, что я его совершаю за таким-то имамом, чуть ли там не перечисляет имя и фамилию этого имама, и в каком месте он его совершает, и что ради Аллаха я вознамерился это делать. Субханаллах. Бидаты. Так, место намерения где? В сердце.